Нет. Да, а где же мою-то? Презентацию. Так, ну что ж. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Снова с вами я, Елена Германовна. К сожалению, пока еще никто не подключился. Ну, наверное, все заняты, работы много. Надеюсь, что все увидят эту лекцию в записи. Ну и вчерашний опыт показал мне, что действительно, наверное, целесообразнее работать в форме лекции, так именно организовывать эту работу. К сожалению, общение не получается, но ничего страшного. Хотя бы хотелось бы, чтобы было полезно то, о чем я рассказываю. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня мы с вами поговорим об организации учебной деятельности на уроках иностранного языка. Вчера мы уже обсудили с вами федеральный государственный образовательный стандарт, требования к уроку, как правильно построить урок, как поставить цель, как составить план работы на уроке и так далее. И все это мы делаем для того, чтобы наш урок получился эффективным, интересным, современным, познавательным, соответствовал всем требованиям, предъявляемым нам образовательным стандартам, ну и был понятен учащимся. Все это мы делаем, потому что произошло много изменений. Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, конечно же, привели к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным языкам. В связи с этим педагогический процесс обучения английскому языку должен соответствовать всем требованиям в ГОС, о которых мы с вами уже говорили. В новых стандартах преподавания иностранных языков не ставится единых комплексных сложных задач по изучению теоретических основ языка, глубинных основ грамматики. Основной акцент делается на развитие коммуникаций, на умение учащихся установить контакт для общения с другими людьми, на овладение языком в процессе общения, на умение анализировать свои действия и слова, на развитие кругозора для умения заинтересовать собеседника или слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного изложения мыслей. Все эти умения логично назвать универсальными учебными действиями. Таким образом, основной акцент на уроках иностранного языка делается на формирование УУД, универсальных учебных действий. Вот об этом сегодня мы на этом немножко остановимся поподробнее. Что же такое универсальное учебное действие? В широком значении мы все понимаем, что это умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и к самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения социального опыта. В более узком значении это совокупность способов и действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. Безусловно, овладение учащимся универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жесткой градации по формированию определенного вида универсальных учебных действий в процессе изучения конкретного предмета нет. В одних темах может уделяться большее внимание формированию одних видов УУД, в других на формирование других видов УУД. Но в целом на современных уроках английского языка идет формирование всех видов универсальных учебных действий. А какие виды универсальных учебных действий мы с вами знаем? Их 4. Это личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные. Итак, что же такое личностные универсальные действия? Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных качеств и способностей ребенка. Ученик осознает, что такое личность в диалоге со сверстниками, во взаимодействии с учителем. Ученик формирует представление о себе как о личности, например, когда он рассказывает о себе, когда рассказывает о своей семье.
Ученик осознает, что существует другой язык, что он может в этой сфере общаться. Он осознает, для чего выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять домашние задания. Происходит знакомство с традициями и обычаями других стран и сравнение их, соответственно, со своей страной. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. Следующий вид учебных УУД – это регулятивные универсальные учебные действия. Что же они обеспечивают? Они обеспечивают организацию и регулирование учащимися своей учебной деятельности. На начальном, конечно, мы должны знать, что необходимо часто менять виды УУД, учитывая психологические и возрастные особенности учащихся. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения, потому что они помогают естественному изучению языка. Ошибочно считать, что только на начальном этапе, только в начальном звене учащимся интересно играть. Нет, опыт показывает, что в любом возрасте учащиеся играют с удовольствием, и играя развиваются и обучаются. При этом важно научить учащихся регулировать свою игровую деятельность. Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при диалогической речи, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам. Мы должны учить детей прогнозировать свои результаты и при самоконтроле корректировать письменную и устную речь, корректируется устная и письменная речь учащегося. При положительном результате у учащихся появляются позитивные эмоции, повышается самооценка. Итак, это были регулятивные универсальные учебные действия. Как вы видите, мы их используем при целеполагании, планировании, прогнозировании, контроле, коррекции и оценке своей деятельности. Следующий вид универсальных учебных действий – это познавательные универсальные учебные действия. Они включают в себя общеучебные, логические, ну и действия постановки решения проблем. Так, что же такое, да, вот тут еще есть, да, у нас, что же так, немножечко, общеучебные УУД, обучая общеучебный УУД, мы должны научить ученика самостоятельно ставить познавательные задачи. Например, научить выделять основное в тексте, научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы, отвечать на вопросы учителя, письменно или устно, при самоконтроле и самоконтроле оценивать процессы и результаты своей деятельности друг друга. Что такое логические универсальные учебные действия? Ну, например, на уроке английского языка необходимо развивать логическое мышление, используя опоры, тексты, грамматический материал, лингвостановедческий материал и другие. Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического материала, то есть синтезировать при монологической и диалогической речи или при выполнении упражнений в учебнике. Например, вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу, догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и так далее. Постановка и решение проблем осуществляются при проектной деятельности. Итак, это были у нас познавательные универсальные учебные действия. Ну и очень важные в нашем предмете действия – это коммуникативные УУД. Они способствуют продуктивному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны уметь слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Для успешного решения коммуникативных задач учителю необходимо создавать на уроке благоприятный психологический климат. Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее происходит формирование коммуникативных действий. Критериями сформированности универсальных учебных действий являются, то есть, как мы можем измерить, сформированы универсальные учебные действия или нет. Для этого есть критерии.
Это, конечно же, соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям, соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, ну и соответствие требованиям к уровню языковой подготовки, то есть здесь нам помогает ФКГОС. Как развивать универсальные учебные действия на каждом уроке? Для этого мы используем современные образовательные технологии. Я в своей работе использую такие современные технологии, как технология проблемного обучения, продуктивное чтение, технология дебаты, игровая технология, технология интегрированного обучения, проектные методы обучения, исследовательские методы обучения, ну и информационно-коммуникативные технологии. Я думаю, что вы все тоже используете эти технологии, и поскольку мы сегодня с вами делимся опытом, то я бы хотела рассказать о том, как я применяю эти технологии на своих уроках, ну и что из этого получается. Ну, например, технология проблемного обучения. В применении данной технологии моя задача – это смоделировать такую проблемную ситуацию, которая бы заинтересовала учащихся. Таким образом, формируется самостоятельность суждений в связи с острой необходимостью озвучить свое видение проблемы. Учащиеся при этом получают возможность творческого овладения знаниями, умениями, навыками. У меня идет звук. Навыками развития мыслительных способностей. Так, что же станет результатом применения технологии? Первое, конечно, это развитие умственных способностей учащихся, так как возникающие затруднения заставляют задуматься включить механизм активного поиска, чтобы найти выход из проблемной ситуации. Также развитие коммуникативных компетенций учащихся, поскольку они активно вступают в диалог с учителем и друг с другом. Ну и, конечно, развитие креативного мышления. Учащиеся находят нестандартные пути решения проблемы, самостоятельно применяют знания для выбора способов действий. На экране вы видите фрагменты технологической карты 2 уроков в технологии проблемного обучения. Я бы хотела несколько слов сказать о каждом из этих уроков. Ну, например, первый урок «Did Ellie know how to behave?» В 8 классе в разделе «Мировые проблемы» я провела такой урок. Это был урок natural disasters, то есть природные катаклизмы и катастрофы были. Ну и вот я придумала такой урок, чтобы было интереснее для ребят. Я начала урок с того, что показала мультфильм, отрывок из мультфильма «Волшебник изумрудного города». И здесь ребята задумались о том, все ли девочка делала правильно, когда ее домик унесло, и попытались этот мультфильм озвучить и составить затем памятку о правилах поведения во время урагана или торнадо. Урок был очень интересный, познавательный, ребятам понравился, и поскольку мультфильмы мы не так часто смотрим на уроке, это было приятно. Ну и проблему они решили, то есть советы Элли о том, как вести себя во время урагана, они дали и составили. Дальше еще один урок. Так. Ага, вот, и это та же технологическая карта. Еще один урок проблемного обучения – это загадки иллюзии. Фрагмент урока из 9 класса, тема искусства. Здесь мы обсуждали и решали проблему того, как разгадать вообще картины с иллюзиями и как мы можем их описать, что мы можем увидеть в этих картинах. Так, ну вот это проблемное обучение. Следующую технологию, которую я активно использую на своих уроках, это продуктивное чтение. Вчера мы уже смотрели презентацию, и мы уже знаем, что бывает три этапа чтения на уроке. Работы с текстом – это предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы.
Активное использование данной технологии обусловлено неумением многих учащихся работать с текстом. То есть мы учимся работать с текстом. То есть трудность у учащихся вызывает такое задание, как извлечь нужную информацию, понимать общее или полное содержание текста или устанавливать структурно-смысловые связи. При использовании технологий продуктивного чтения я считаю, что важно организовать продуктивную работу с текстом, а именно подобрать методы и приемы, отвечающиеся индивидуальным запросам учащихся. Опыт показывает, что в результате применения технологий продуктивного чтения у учащихся формируются устойчивые навыки осмысленного чтения текстов. Учащиеся получают возможность грамотно высказывать свои мысли на английском языке. Итак, напомню, какие можно использовать задания, какие упражнения мы используем, обучая учащихся чтению. Итак, предтекстовый этап. То есть это задание до чтения текста. Например, мы используем его при ознакомительном чтении или просмотровом чтении. Например, прочтите заглавие и скажите, о чем или о ком будет идти речь в данном тексте. Или прочтите первые предложения абзацев и назовите вопросы, которые будут рассматриваться в данном тексте. Такое задание, как прочтите последний абзац текста и скажите, какое содержание может предшествовать данному выводу. Прочтите текст до указанного места и скажите, как, по вашему мнению, завершились события. Прочитайте текст до конца, чтобы выяснить, правы ли вы. Это задание предтекстового этапа. Текстовый этап. Работа с текстом происходит просто на каждом уроке. И здесь мы можем давать такие задания, как... И вы должны понимать, что во время чтения текста ребята должны вдумываться в текст, изучать его медленно, интерпретировать текст. Например, прочтите текст, разделите его на смысловые части, подберите название каждой из них. Или прочтите текст и найдите в каждой части по одному предложению, передающему основную мысль этой части. Прочтите текст, расположите пункты плана согласно логике повествования. Скажите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста. Расположите следующие предложения текста в логической последовательности и пронумеруйте их по порядку. Прочтите текст, соотнесите его содержание с заглавием. Наверняка такие задания выполняются, и даже, может быть, больше используете каких-то заданий. Но я использую также задания и после прочтения текста, то есть после текстовый этап. После чтения текста это рефлексивное чтение. В результате учащиеся объективно понимают авторский смысл и могут скорректировать свои интерпретации. Например, вот такие задания после текстового этапа. Опираясь на содержание прочитанного текста, закончите предложение, используя прилагаемые варианты. Или объясните, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что... Скажите, разделяете ли вы эту точку зрения. Выразите свое отношение к прочитанному. Прокомментируйте часть текста, которая показалась вам наиболее интересной. Сформулируйте цель, которую, на ваш взгляд, ставил перед собой автор текста. Выразите свое отношение к прочитанному. Скажите, согласны ли вы с оценкой автором событий или фактов? Скажите, какие из перечисленных фактов вы узнали впервые из прочитанного текста? Заданий для работы с текстом, еще раз повторяю, очень много. Невозможно представить ни один урок без работы с текстом в какой угодно форме. Большой, маленький, но текст на уроке бывает всегда. Именно опираясь от текста мы можем научить детей чему-то на уроке иностранного языка. Дальше. Хотелось бы несколько слов сказать о технологии дебаты. Часто использую ее не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, и во внеклассной работе. Поскольку технология дебаты – это одна из модных нынче коммуникативных форм работы с учащимися, которая учит детей выражать свои мысли, аргументированно отстаивать свою точку зрения, вежливо проводить спор,
ну и выражать свою точку зрения. Для развития опыта публичных выступлений, умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение противоположной стороны, задавать вопросы, что тоже немаловажно, активно использую технологию дебаты. Технология дебаты используется для решения проблемы социализации подростков и развития их иноязычных и коммуникативных способностей. Данная деятельность выходит за рамки учебной программы, тем самым расширяя словарный запас слов учащихся, позволяя использовать приобретенные знания в умении отстаивать свою точку зрения, соблюдать нормы речевого этикета, организует совместную творческую, коммуникативно-познавательную и иноязычную деятельность учащихся, ориентированную на достижение ее общего результата. Технология дебаты, конечно же, очень хорошее подспорье в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Там в разделе эссе, где мы писали эссе «Мнение». Но с 2022 года, конечно же, будут изменения. И в любом случае уметь красиво выражать свои мысли и спорить с оппонентами – это хорошее качество, которое пригодится не только когда мы изучаем иностранный язык, но и просто в жизни. Технология дебаты. На фотографиях вы видите фрагменты дебатов на разные темы. Следующая технология, на которую я хотела бы остановиться и которую я активно использую в своей работе, конечно же, игровая технология. Как я уже говорила раньше, дети всех возрастов любят играть, и мы, взрослые, тоже любим играть. Поэтому в игре обучение происходит легче, интересней, увлекательнее. Итак, обучение языку ведется в процессе непосредственного устного общения в игровых формах, в условиях и на основе максимальной интеллектуальной и эмоциональной речевой активности учащихся. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Ролевое общение реализуется в ролевой игре в виде учебного общения, которое организуется в соответствии с разработанным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми отношениями. Ролевая игра позволяет сформулировать у учащихся коммуникативные умения, что делает ее неотъемлемой частью и оптимальным средством обучения английскому языку. На слайде вы видите учащихся нашего лицея. Они играют настольную игру. Тема одного проекта, одного из учащихся 10 класса была создание настольной игры для изучения иностранного языка. И вот как раз эту игру ребята и используют для повторения тем. Очень хороший, кстати, это формат для повторения тем, где вот есть игровое поле, нужно кидать шарик и выполнять различные задания по содержанию модуля, который мы прошли. Но не только, конечно, такие настольные игры мы используем. Вот, например, в прошлом году учащаяся 9 класса Анастасия Иванишина, она составила для учащихся 8-11 классов онлайн-игру, которая называется онлайн-игра Around the UK. Она рассчитана на индивидуальное, парное и групповое прохождение. Игра состоит из 5 разделов и носит страноведческий характер. И очень хорошо использовать данную игру для повторения изученного материала по страноведению Великобритании, а также по подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня. Анастасия использовала формы Learning Apps и Google. Настя провела игру во всех классах, и ребятам игра очень понравилась, потому что она использовала разные формы. Где-то был кроссворд, где-то вот нужно было вставить пропущенные буквы, где-то соотнести. Мы знаем тягу молодого поколения к различным технологиям, поэтому такую игру и создавать было интересно, и играть в нее тоже интересно. Ну а также эта игра может использоваться в дистанционном обучении, что тоже является сейчас актуальным для всех нас. Игра была представлена на конкурсе проектов, на муниципальном конкурсе проектов и заняла 1 место.
Следующая технология, на которой я бы хотела остановиться, это технология интегрированного обучения. То есть было время, когда я очень увлекалась технологией интегрированного обучения. Очень интересно мне было составлять уроки совместно с учителями-языковедами нашего лицея, с учителями литературы и русского языка. Я считаю данную технологию одной из самых эффективных для обучения иностранному языку, поскольку она помогает учащимся увидеть, что английский язык, как никакой другой предмет, связан со всеми учебными предметами. Технология интегрированного обучения мотивирует учащихся к изучению английского языка. Благодаря данной технологии учащиеся видят сферы применения иностранного языка и учатся активно применять язык в различных ситуациях. Результатом применения данной технологии является, конечно же, во-первых, повышение интереса к изучению предмета и познавательной активности обучающихся на уроках. Во-вторых, формирование познавательного интереса учащихся, целостной и научной картины мира и рассмотрению явлений с нескольких сторон, с разных сторон. Углубление представления о предмете, расширение кругозора, формирование разносторонне развитой, гармонически интеллектуально развитой личности. На экране вы видите фрагменты урока с использованием технологии интегрированного обучения. Загадки Набокова и образ Шерлока Холмса в русской и английской экранной версии. Мы эти уроки создали с учителями русского языка и литературы нашего лицея. Очень интересно проходил урок загадки Набокова. Данный урок опубликован в методическом пособии муниципальном и был продемонстрирован для педагогического сообщества города. Здесь главная идея была в том, что, конечно же, Набоков очень интересный разносторонний писатель, и он писал свои произведения не только на русском, но и на английском языке. Кроме того, это интересная личность, интересная личность. Мы знаем, что Набоков также увлекался еще игрой в шахматы. Поэтому весь урок у нас был завязан на игре в шахматы, на вот этом постоянном споре, какой же все-таки писатель, английский или русский писатель. Мы взяли, было очень интересное начало урока, потому что мы начали его с Мариной Валерьевной с игры в шахматы, и при этом мы читали с ней стихотворение «К моей юности» Владимира Набокова. Читали их на разных языках. Дети, конечно, сначала не поняли, это была большая проблема для них, а почему так, почему мы играем в шахматы, что мы собираемся на уроке делать. Ну и когда они поняли, что мы собираемся говорить о Набокове, узнали из его биографии интересные факты, и результатом был анализ стихотворения «К моей юности». Причем мы проанализировали русский и английский вариант, то есть обе версии. Тут мы учили и анализу стихотворения, то есть как с точки зрения литературы, и анализ стихотворения как с точки зрения английского языка. Мы попытались перевести стихотворение сами, и потом прослушали оригинальную версию самого Владимира Набокова. Домашним заданием было составление шахматной партии, то есть тоже было очень связано, очень интересный выход был. Урок, конечно, получился замечательный. Но не менее интересный урок – это образ Шерлока Холмса в русской и английской экранной версии. Если вы помните, вчера, когда я рассказывала о целеполагании на уроках английского языка, я уже там показывала фрагмент, когда мы начали урок, показав вещи, принадлежащие одному и тому же человеку, но из разного времени. То есть современный Шерлок Холмс с великим Камбербэтчем в главной роли, ну и наш Виталий Соломин. Ой, он был Ватсон, да. Ты фамилию-то забыла. Так. Ну и наш, да, русский
актер, русская версия этого произведения тоже была представлена, и вещи его. То есть ребята должны были определить, кому принадлежат вещи и о чем мы будем говорить. В ходе урока мы сравнивали две экранные версии одного и того же произведения. Была замечательная фишка, мы нашли еще такую ростовую фигуру актера Камбербэтча, который исполнял главную роль английского сериала. В общем, дети вжились в роль, была прекрасная ролевая игра представлена, и все получили удовольствие, всем было очень интересно. Так, то есть вот это у нас был урок интегрированного обучения. Следующая технология или следующие методы обучения – это проектные, конечно же. Проектные методы обучения. Я в своей работе активно использую данную методику при моделировании урока, поскольку это сейчас актуально, и это является своей педагогической деятельности. Я стремлюсь развивать индивидуальные творческие способности учащихся. Работа по данной методике дает возможность учащимся более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. Метод проектов обычно сочетаю с обучением в сотрудничестве. Результатом применения данной технологии является, конечно же, развитие исследовательских умений учащихся, освоение механизма критического мышления, умение поиска разных путей решения поставленной проблемы, ну и развитие системного мышления, выполнение учащимся различных проектов и проведение исследовательской работы по выбранным темам. На экране вы видите фрагмент урока с использованием проектных технологий «Добро пожаловать в ИБ». Данный урок был представлен на конкурсе, на муниципальном конкурсе НРК на уроках национально-региональный компонент по обучению учащихся. И здесь ребята составляли проект, они должны были пригласить иностранцев в село Иб, найти информацию в этом, сделать рекламную брошюрку. И это был мини-проект, который был составлен на уроке. Очень люблю уроки, связанные с национально-региональным компонентом, потому что люблю свою республику и считаю, что мы должны ребятам прививать эту любовь к своей малой родине с детства. Поэтому уроков о моей республике создано достаточно много, и ребята уже привыкают, и начиная с 8 класса к 11 уже понимают, что у нас всегда сначала, например, мы узнаем что-то о стране изучаемого языка, затем мы проводим параллель со страной Россия, ну и, конечно же, находим что-то интересное в своей республике. Так, вообще о проектной технологии и о проектах я буду рассказывать еще завтра, поскольку это прямо заявлен у нас отдельный модуль. В нашем лицее, ну это теперь не только нашим, это же требование в ГОС, мы должны учить учащихся создавать проекты. Я, в свою очередь, каждый год 3-5 учащихся выбирают английский язык в качестве проектов, и мы делаем проекты обязательно. В 8 классе учащиеся выбирают проекты, в 9 это уже тоже с оценкой проект. Ну и теперь в 10 и 11 классе проект, который они должны защищать в 11 классе, и оценка идет в аттестат. То есть мы плотно и серьезно работаем с проектной технологией, проекты делаем различные. Работая в технологическом лицее, невозможно не заниматься информационно-коммуникационными технологиями, то есть ИКТ-технология. Как помню, когда я пришла только работать в технологический лицей, и мы кое-как еще тогда учились печатать, ни о каких флешках еще не знали и ничего не было. Но теперь, конечно, прогресс шагнул далеко вперед, и уже мы все используем ИКТ-технологии на уроках.
Но уже давно я занимаюсь тем, что создаю вот такие уроки в программе Moodle. И это уроки для самоизучения, для самоподготовки. Вот здесь вы на экране видите фрагменты урока «Спорт в Республике Коми» и «Республика Коми». Опять же, да, у меня много с НРК создано уроков. Ну, видимо, потому что хочется, чтобы в наших учебниках тоже была информация о том месте, где мы живем. Но у нас ее нет, и поэтому вот как дополнительный материал сверх программы мы работаем и создаем уроки о нашей республике. Итак, работа. Угу. Так, сейчас. Так, применение КТ-технологий, конечно же, позволяет мне организовать учебный процесс наиболее знакомой учащимся среде, информационно-технологической. Да, еще хочу остановиться на том, что у нас технологический лицей и информатика у нас один из профильных предметов. Учащиеся очень любят работать на компьютере и помогают не только в создании таких уроков, но и сами с удовольствием участвуют, делают проекты по разным предметам. Данная технология, конечно, позволяет изменить и обогатить образовательный процесс. Результатом применения технологии является развитие коммуникативных умений учащихся, ну и повышение интереса к изучению предмета, познавательной активности обучающихся на уроках. Так, данная работа тоже была представлена на разных уровнях. Ну, уже давненько, конечно, но заняла первое место в российском конкурсе с использованием, то есть уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий. Здесь все уроки созданы по одному правилу, то есть вводится лексика сначала, отработка лексики идет. Но сейчас таких уроков очень много, и РЭШ тоже, и они все теперь так работают. Ну и затем в тренировочных упражнениях активизируется лексика, затем предлагается текст для аудирования, и работа с этим текстом проводится тоже в разных упражнениях. Результатом урока должен быть выход в речь, либо написать что-либо, письмо и так далее. То есть, ну, вот такие интересные уроки. Кстати, тоже их удобно использовать при обучении на дистанте. Исследовательские методы в обучении. Конечно же, работа над исследовательскими проектами способствует достижению одной из основных целей моей педагогической деятельности. Это научить учащихся учиться самостоятельно, конструировать свои знания, уметь ориентироваться на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, как средство побуждения, стимулирования учащихся к деятельности. Так, поскольку тема исследовательской работы свободна, ну, у нас вообще учащиеся, как я уже сказала, в 8, 9 и 10 классе, они пишут исследовательскую или проектную работу. Учащиеся сами обычно выбирают тему, которая их интересует. Каких только исследований уже мы не делали. Ну вот и тут есть... Так, что так приведено у меня? Авторская разработка эффективного запоминания English Participle в стихотворной форме. Вот такие творческие были работы у меня. Или, к примеру, сравнение образа женщины в романе «Гордость и предубеждение» и его экранизациях с образом современной женщины. Такую работу делали. Или английский стиль, он существует, и так далее. То есть, не говоря уже об идиомах, о сленгах, об SMS language и так далее. То есть мы различные проекты и различные исследовательские работы пишем. Работа над исследовательскими проектами позволяет учащимся глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения. Ну, в нашем лицее с 2012 года уже я участвую в реализации программы развития учебно-исследовательской деятельности учащихся «Путь в науку».
Учащиеся разных классов ежегодно выполняют учебные исследования по выбранному направлению и предмета. Они выбирают тему проекта, подбирают материал, систематизируют, анализируют данные, оформляют работу и представляют ее на уровне образовательной организации. При лучшей работе участвуют в конференциях различного уровня. Для исследовательских и проектных работ учащиеся нередко выбирают английский язык. Результатом применения данной технологии является развитие умения осуществлять самостоятельную познавательную деятельность, развитие критического мышления и выступление учащихся на научно-практических конференциях в лицее. Получить опыт публичных выступлений учащимся — это тоже очень важно, тоже хорошо. Так, то есть это были исследовательские методы. Так, следующий момент, следующая форма, на которой я хотела бы остановиться, это смешанное обучение. Надо сказать, что эта форма очень понравилась мне в прошлом году. В 2020-2021 году лицей участвует в апробации технологий смешанного обучения. Я надеюсь, что вы слышали об этом. Что же такое смешанное обучение? Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя лицом к лицу, с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем онлайн. Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени. Итак, как вы видите, структура смешанного обучения может варьироваться. Существует множество форм и способов организации смешанного обучения. Институтом Клейтона-Кристенсена выделено более 40 моделей смешанного обучения, но не все они одинаково эффективны. В лучших моделях присутствует персонализация, развитие личной ответственности за собственное обучение, переход каждого ребенка к изучению нового материала только после того, как он подтвердит овладение предыдущим. Важную роль в смешанном обучении играет проектная и практикоориентированная работа, не только индивидуальная, но и преимущественно коллективная. Базовые и наиболее эффективные модели смешанного обучения в школе – это перевернутый класс, ротация станций, ротация лабораторий, ну и гибкая модель. Итак, постараюсь объяснить, что же такое каждая из этих моделей. Итак, перевернутый класс. Давайте остановимся на этом. Угу. Так, ну что ж, учащиеся дома работают. Вот, что такое перевернутый класс? Это самая простая модель для реализации, но не всегда перевернутый класс отвечает высоким стандартам смешанного обучения, из-за того, что не все учителя готовы проводить уроки в классе в практическом интерактивном формате. Итак, ну что же такое перевернутый класс? Да, вот вы видите, тут есть картинки, как у нас обычно традиционно происходит обучение. В школе учитель объясняет тему, учащиеся записывают, дома выполняют домашнее задание, осваивают учебный материал, иногда испытывают затруднения. Многие родители часто жалуются, что, например, на уроках разбираются задания попроще, а на дом дается что-то посложнее, детям уже непонятно. Вот у них вопросы, родители вынуждены помогать. Ну вот смотрите, что же предлагает нам перевернутый класс. Учащиеся дома работают в онлайн-среде с использованием собственных электронных устройств с доступом в интернет, знакомятся с новым или закрепляют изученный материал. На уроке происходит закрепление изученного и актуализация полученных знаний, которая может проходить в формате семинара, ролевой игры, проектной деятельности и других интерактивных формах. Эта модель позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе и реализовать интерактивные формы работы на уроке. При работе с новым материалом, например, Moodle, дает возможность учителю сразу же проверить понимание нового материала учащимся. Для этого достаточно создать соответствующее задание.
Информация об успешности освоения дома нового материала каждым учеником позволяет учителю оперативно скорректировать сценарий урока. Например, учитель может организовать ролевую игру для учеников, которые успешно освоили новый материал, и в это время поработать с группой учащихся, которые не ознакомились с новым материалом дома или не разобрались в нем. То есть, попросту говоря, дома учащиеся изучают теорию или выполняют какие-то простейшие упражнения, а приходя в класс, могут разобрать вместе с учителем те задания, которые вызвали затруднения, ну и выполнить более сложные упражнения вместе с учителем, то есть провести в диалоге, в формате помощи, отработать все трудности, снять все трудности. Ну, конечно же, для того, чтобы проводить такие уроки, необходимо наличие учащихся дома электронных устройств с доступом к интернету. Конечно, пока у нас, наверное, не все учащиеся могут себе это позволить. Ну, наверное, это, конечно, да, проблема. Но, с другой стороны, плюсы определенные есть. Такая модель дает учителю возможность реализовать интерактивные формы работы на уроке и освобождает от необходимости знакомить весь класс с новым материалом фронтально. Так, ну, опять же, есть минусы. Опять учителю надо готовиться, нужно подготовить проверочные задания для детей. Но при этом учитель, опять же, должен быть готов проводить уроки в интерактивной форме. Бывают такие сложности, что для своего предмета, одним учителем для своего предмета эта модель может быть реализована, ну, что может быть не всегда удобно. Вот такой перевернутый класс. Лично мне, как учителю английского языка, извините, можно я закрою окно? Так, мне, как учителю английского языка, очень понравилась модель ротация станций. И я уже ее опробовала, уже провела урок, о котором я расскажу немножко позже и даже покажу. Вот, это называется ротация станций. Эта модель работает, ну вот как здесь написано, в начальной и средней школе, но требует наличия компьютеров или планшетов в классе, использования ЛМС и умения организовать групповую работу. Вот. Ну, мы часто работаем в группах, но это, конечно, отличие немножечко от группы есть, потому что всегда есть возможности учащихся, вернее, тут в данном случае не группа главная, а задания разные. То есть учащиеся получают разные задания. Ну вот, например, учащиеся делятся на 3 группы по видам учебной деятельности. И каждая группа работает в своей части класса, то есть станции. Станция работы с учителем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. В течение урока группы перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой из них. Состав групп от урока к уроку меняется в зависимости от педагогической задачи. Например, одна группа начинает работать под руководством учителя, другая занимается с помощью компьютеров, третья разбивается на подгруппы и работает над групповыми проектами. Группы перемещаются по кругу. Ученики, сначала работавшие с учителем, затем переходят к групповым проектам, а далее в зону онлайн-обучения, где работают на компьютерах. Станций может быть и 2. Станция работы с учителем и станция онлайн-работы. В этом случае рекомендуется проводить уроки проектной работы или занятия в интерактивной форме не реже, чем каждый 3-4 урок. Возможен и вариант с 4 станциями. Станция работы с учителем, станция онлайн-работы, станция работы над коллективным проектом и станция индивидуальной самостоятельной работы. Количество индивидуальных устройств равно числу учеников, деленному на количество групп. Так, классу из 27 учащихся
потребуется 9 компьютеров при организации работы на 3 станциях. Ну, у нас с этим в лицее легче, у нас 20 человек в классе. Вот. Ну, вы сегодня будете иметь возможность посмотреть фрагмент моего урока, ну и думаю, что это уже уляжется у вас в голове, потому что, ну, сейчас пока, возможно, это трудно представить, но на самом деле урок прошел очень интересно. Как можно поделить на группы? Их можно поделить на группы по разным принципам. Например, по принципу готовности к уроку, что можно определить с помощью мини-опроса в начале урока или онлайн-опроса, выполненного дома. Далее, по успешности выполнения домашнего задания или контрольной работы. Далее, по наличию пробелов в усвоении предыдущих тем, о наличии интереса к теме урока. Тут надо провести опрос. Итак, у каждой станции есть своя цель. Вот вы тут видите тоже на слайде станции, различные станции. Цель станции – работа с учителем, увидели, да? Предоставить каждому ученику эффективную обратную связь. Максимальное влияние на качество образования оказывает обратная связь со стороны учителя. Поэтому повышение качества обратной связи и увеличение времени контакта учителя с учеником положительно отражается на успеваемости. На станции работы с учителем у учителя появляется возможность учесть особенности группы детей, которыми он работает, а также их индивидуальные особенности за счет деления на группы и уменьшения числа детей в группе. Например, если вы работаете с группой отстающих, можно уделить больше внимания теме, которую они не поняли, дать каждому ученику обратную связь по этой теме и предложить индивидуальный план работы над материалом, вызывающим затруднения. Ну, я, например, в своем уроке на станции работы с учителем немножко я видоизменила, не совсем в чистой форме предоставила модель ротацию станций. Я там сделала фронтальный опрос по тому материалу, который ребята изучили. Следующая цель станции онлайн-работы. Это дать каждому ребенку возможность развить навыки самостоятельной работы, личную ответственность, развить саморегуляцию и научить учиться. На станции онлайн-работы учащиеся могут познакомиться с новым материалом, проверить свои знания, потренировать навыки. Количество ресурсов в системе должно быть избыточным и достаточно разнообразным, чтобы обеспечить учащимся возможность достаточно глубоко познакомиться с темой. Учащийся получает доступ к материалам не только одного урока, но целой темы, для того, чтобы дать возможность каждому идти в своем темпе. И еще раз повторю, что вы увидите еще урок, я еще о своем уроке расскажу, который был сделан в модели ротация станций. Ну, а сейчас остановимся на следующей модели смешанного обучения, это ротация лабораторий. Эта модель, вот, как говорят, менее эффективна, чем предыдущая, из-за отсутствия обязательной проектной коллективной работы в структуре. Но ее легче реализовать, используя стационарный компьютерный класс или класс планшетов. Вот здесь есть схема. Давайте посмотрим, что она предлагает. Ротация лабораторий прекрасно работает для учащихся любого возраста при наличии адекватной возрасту онлайн-среды. Часть занятий у учащихся проходит в обычных классах, но на один урок дети переходят в компьютерный класс, лабораторию, где индивидуально работают в онлайн-среде, углубляя или закрепляя полученные на предыдущих уроках знания. Эта модель вообще похожа на перевернутый класс, реализованный без работы учащихся дома. В онлайн-среде учащиеся могут как познакомиться с новым материалом, смотреть видео, отвечать на вопросы, проверяющие понимание, так и тренировать навыки или участвовать в проектной работе. Она становится эффективной при регулярной работе учащихся онлайн. Для этого несколько учителей в параллели договариваются о том, что организуют работу через ротацию лабораторий, создают или подбирают учебные онлайн-материалы, формируют единое учебное пространство и договариваются с администрацией о том, чтобы каждый третий, четвертый урок по их предметам проводился в компьютерном классе. Ну, тут, как вы видите, должна быть работа учителей в паре, договоренность и так далее. Ну, идея, конечно, интересная. Это коллективная работа учителей.
То есть очень интересно получается. Например, если договариваются два учителя, которые ведут суммарно в одном классе 7 уроков в неделю, то 2 урока из 7 пройдут в компьютерном классе. Эти 2 урока желательно проводить в разные дни в соответствии с требованиями СанПин, а также для достижения большего образовательного эффекта. Возможно, более простая реализация, когда один учитель проводит в компьютерном классе один из 3-5 уроков. Но такая форма обычно не дает заметного эффекта, хотя и позволяет детям поработать в онлайн-среде по данному предмету. Проводить занятия с ротацией лабораторий можно, начиная с 1 класса. Но для того, чтобы проводить уроки с такой модели, конечно, необходимы определенные технические требования для реализации. Ну, например, возможность проводить уроки по своему предмету в компьютерном классе хотя бы 1 раз в неделю. Использовать компьютеры или планшеты дома не предполагается. В то же время данная модель дает определенные плюсы, ну, такие как, например, дает учителю возможность отслеживать динамику роста предметных знаний. Но есть и минусы. Если нет готовых учебных материалов по предметам, то учитель должен подготовить материалы по своему предмету самостоятельно, подобрать тренажеры, составить задания или тесты на тренировку и проверку навыков. Модель не содержит обязательных элементов проектной и групповой работы, поэтому эти аспекты могут потеряться. Ну, конечно, можно проводить уроки в данной модели с учащимися от 1 до 11 класса. Учитель должен уметь работать с данными технологиями, но и сложность в реализации это может быть реализована одним учителем для своего предмета. Но для повышения эффективности желательно взаимодействие нескольких учителей. Да, то есть если есть желание сделать такой проект, то почему бы нет? Это было бы всегда интересно. Мне было интересно. В нашем лицее ежегодно проводится панорама открытых уроков. Тоже я уже, наверное, об этом говорила. И каждый учитель проводит урок по своему предмету. Все другие учителя, освобождается урок, да, приглашается только тот класс, которым открытый урок. Все другие учителя приходят на урок и оценивают его. Ну вот в прошлом году в рамках панорамы уроков, и поскольку мы изучали смешанное обучение, я представила урок «Визит в галерею». На экране вы видите фрагмент опорного конспекта, который получали учащихся, из которого видно, что, ну вот тут у меня не все, да, ксерокопировались, вернее, отсканировались, чтобы вы видели. То есть учащиеся в течение урока посетили 3 различные станции. То есть у меня был тип ротация станции. Ну вот я вот сейчас лучше прочитаю. В рамках апробации инновационного опыта я представила урок в части реализации национально-регионального компонента с использованием модели смешанного обучения ротация станций. Название урока «Визит в галерею». Все это по теме, которую мы изучаем в 9 классе. Технологию я использовала смешанного обучения, тип ротация станций. Данный урок содержит все этапы требуемые в ГОС, и цели и задачи каждого из них плавно и логично переходят один к другому. На этапе мотивации к деятельности предлагалось посмотреть картины, размещенные на стенах в кабинете. Было разрешено детям встать, походить, рассмотреть репродукции ближе, то есть почувствовать себя как в картинной галерее. Далее выявляется проблема узнать о разных стилях живописи и в течение 45 минут побывать в 3 разных галереях. На этапе целеполагания учащиеся самостоятельно определяют цели задачи урока, то есть посетить 3 различные экскурсии в 3 самых известных галереях мира и узнать о стилях живописи, кубизм, сюрреализм и поп-арт. На этапе изучения нового материала учащиеся работают в группах-станциях. Итак, у меня было 3 станции. Вот вы видите здесь Национальная галерея Лондона. Тут мы видим, да, Национальная галерея в Сыктывкаре, ну и Третьяковская галерея в Москве. Итак, на станции Национальная галерея в Сыктывкаре работа с текстом. Ребята читали текст, выполняли задания к тексту. Станция Третьяковская галерея в Москве, они прослушивали аудиозапись
Вот вы видите, здесь нужно было выполнить правильно или неправильно. Там они слушали, да, о чем? Сальвадор Дали, Рене Магрит. То есть они здесь слушали о сюрреализме. Так, дальше. Станция Национальная галерея в Лондоне. Понятно, вы видите, здесь сноска есть, фотография. Они используют интернет-ресурсы, находят необходимую информацию на сайте Национальной галереи в Лондоне. Я подготовила для них все шаги, то есть как открыть, вот если вы видите, да, now you are going to have a virtual excursion to the National Gallery of London, find information on the site of the London National Gallery. То есть ребята вышли на сайт Национальной галереи в Лондоне, выбрали коллекцию, нашли раздел «Кубизм» Пабло Пикассо и изучили информацию, представленную там. На самом деле я сама была удивлена, что там можно найти, и вот в принципе доступным языком изложена информация о художнике, о картине, объяснение этой картины. Вот картину вы видите тоже здесь на экране. На самом деле интересно было готовиться даже мне самой. Так, смена станций происходила по звуковому сигналу. Время работы на каждой станции 5 минут. Этап самостоятельной работы содержит творческое задание. Вжиться в роль гида в музее и провести экскурсию, рассказать об одном из стилей живописи. Самооценка деятельности учащихся проходит на каждом из этапов. Тоже я говорила, останавливалась на этом вчера, говорила, что этот прием мне очень нравится. Например, опорный конспект содержит ячейки, в которую учащиеся выставляют баллы за выполнение заданий, оценивая себя и своих товарищей. Ну и в ходе урока баллы подсчитываются и ставится оценка. Ну, домашнее задание, соответственно, было описание картины в одном из изученных стилей и содержит элементы задания устной части ЕГЭ, описание картинки. Ну, сейчас у нас уже, да, все меняется. Разработка данного урока отправлена на республиканский конкурс методических разработок уроков музея. Результаты еще неизвестны. Странно, да? Ну и вот. Ну и я считаю, что с помощью данной технологии, конечно, мне удалось создать очень интересный, увлекательный урок. Ну, фрагмент его я вам сейчас продемонстрирую.
Ой, ну вот, я надеюсь, вы посмотрели урок. Мне очень нравится этот урок, прям даже я тут поулыбалась. Итак, ну и следующий момент, следующий модуль, который мы сегодня с вами обсудим, это внеурочная деятельность как фактор личностного развития учащихся. В условиях введения в ВОС, конечно, актуализируется воспитательный и развивающий личность школьника потенциал иностранного языка как предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета или дисциплины отличается тем, что обучение не подчиняется задаче овладения основой наук, а заключается во владении новым вербальным кодом, как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний в мире. Учителю необходимо включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать процесс вхождения в культуру, личностно ориентированное воспитание средствами иностранного... культуру. Да. Личностно ориентированное воспитание средствами иностранного языка предполагает, с одной стороны, использование учебного и язычного общения, сотрудничества и активной творческой деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, необходимо включить ученика в реальную языковую коммуникацию и смоделировать процесс вхождения в культуру. Сложность организации учебного воспитательного процесса иностранному языку состоит в том, что овладение иностранным языком происходит вне языковой среды. Мы с вами, да, здесь у нас вокруг не все говорят на иностранном языке, при ограниченном количестве часов, когда на одного ученика приходится в среднем 1-2 минуты говорения за урок. В основном на уроке задача развития учащихся речевых навыков и умений решается посредством выполнения большого количества языковых и речевых упражнений. Отсутствие у ученика мотивации, основанной на естественной потребности к общению и на иностранном языке, а также отсутствие возможности использовать иноязычный речевой опыт в реальной жизни. Все это ограничивает достижение существенных результатов в обучении иностранному языку. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметных, личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой среды, способствующей не только освоению иностранного языка, но также возрастанию культурообразующей функции образования. Различают следующие направления внеурочной деятельности. В документах Федерального государственного образовательного стандарта подчеркивается, что внеурочная деятельность – это не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. Главное при этом осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Поэтому важно помнить, что внеурочная деятельность не должна сводиться к набору формальных мероприятий, что усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию изоляции детской субкультуры не только от взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности. Так, например, научно-познавательная деятельность школьников может быть организована в форме факультативов, кружков познавательной направленности, научного общества учащихся, интеллектуальных клубов, читательских студий, клубов юных музеев, олимпиад, викторин и так далее. Содержание деятельности может охватывать аспекты страноведения и краеведения, литературы изучаемого языка, искусства ведения дебатов и дискуссий. Следующее направление – это художественно-эстетическое направление. Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности может быть представлено работой школьных лингвистических театров, проведением выставок декоративно-прикладного и художественного искусства на иностранном языке, функционированием клубов песни на иностранном языке. Вот сейчас на экране вы видите фотографии конкурсов английской песни, проводимых ежегодно в нашем лицее. Это мероприятие одно из самых популярных, мы очень любим петь.
И каждый год придумываем новую тему для проведения конкурса. Вот тут фотография Hit the Hits. Здесь мы пели песни, ставшие хитами в разные годы. Также это у нас было одна фотография, это вторая фотография, это I Love 80s, мы пели песни 80-х, а в этом году мы пели песни Millennium и так далее. То есть это прям один из самых любимых конкурсов в нашем лицее. Общественно полезная и проектная деятельность по иностранному языку также может быть организована в следующих формах. В формах лингвистических лагерей во время каникул с привлечением носителей языка или волонтеров из зарубежных стран, где в совместных добровольческих акциях возможна реализация социально значимых проектов. В нашем лицее мы тоже очень много работаем и создаем программу по внеурочной деятельности. И не только что программа создана, у нас и работает это все, потому что внеурочная деятельность по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует развитию творческой активности обучаемых и их эстетического вкуса, и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. Важным моментом внеурочной деятельности, повышающим мотивацию и интерес к изучению иностранного языка, является создание ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, почувствовать веру в себя. Внеурочная деятельность по иностранному языку способствует достижению личностных, таких как готовность и способность учащихся к саморазвитию и личному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению целенаправленной познавательной деятельности, мотивации к обучению, созданию системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, способность ставить цели, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме и метапредметных, таких как умение самостоятельно определять цели, развивать мотивы и интересы своей учебной и познавательной деятельности, умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, умение организовывать сотрудничество с учителями и сверстниками, формировать и развивать компетенции в области ИКТ. Вот этих всех результатов, личностных и метапредметных, требования к которым прописаны в образовательном стандарте второго поколения. Значение внеурочной деятельности при обучении иностранному языку вообще трудно переоценить, так как внеклассные мероприятия помогают учащимся усвоить учебный материал и овладеть им с помощью доступных и интересных методов. Осуществление внеурочной деятельности по иностранному языку направлено на решение следующих задач и развитие таких универсальных учебных действий, как... Вот, помните, да, мы с универсальных учебных действий начинали сегодняшний модуль. Это усовершенствование навыков и умений, приобретенных на уроках иностранного языка. Это ведет к достижению предметных результатов. Или развитие коммуникативных универсальных учебных действий ведет к достижению предметных, метапредметных и личных результатов. Развитие памяти, мышления, воображения, внимания – это метапредметные результаты. Развитие творческих способностей, самостоятельных, эстетических вкусов – это тоже метапредметные результаты. Повышение интереса к истории и культуре страны изучаемого языка. Приобретение страноведческих знаний – это предметные и личностные результаты. Воспитание любви к своему краю, родине, культуре и уважение к другим людям, представителям других культур – это личностные результаты. Следует отметить, что хотя цели и задачи урочной и внеурочной деятельности по иностранному языку совпадают, в их содержании и организации и формах наблюдаются существенные различия. Итак, добровольный характер участия учащихся во внеурочной деятельности, в отличие от обязательности урочной, учащиеся сами решают для себя.
Учащиеся сами решают для себя вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы, исходя прежде всего из своих интересов, желания узнать что-то новое, заняться языком дополнительно, с какими-то определенными целями. Этот ведущий признак организации внеурочной деятельности по иностранному языку обязывает учителя своевременно обнаружить заинтересованность учеников внеклассной работой и языком и вовлечь их в интересующую их деятельность во внеурочное время, и тем самым побудить в них интерес к ней. Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы. Она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к иностранному языку. Следующее. Это внеурочный характер занятий. Он выражается, во-первых, в отсутствии строго урочной регламентации, касающейся времени, места, формы и времени их проведения. Местом проведения работы может быть парк, зал музея, школьный сад и так далее. Во-вторых, в отсутствии строгого учета знаний, навыков, умений, оценок в баллах. Проверка результатов внеклассной работы осуществляется в форме отчетов, концертов, сборов, выпуска стенгазет на иностранном языке и так далее. Третий пункт – это большая самостоятельность и инициативность учащихся в выполнении внеурочных поручений. В отличие от учебной работы, где помощь учителя играет ведущую роль, во внеклассной работе учащиеся проявляют больше самостоятельности, изобретательности, творчества как в выполнении, так и в организации внеурочных мероприятий, в выборе форм работы, отвечающих интересам учащихся, интересам учащихся и их склонностям. Какие выделяют принципы организации внеурочной деятельности? Ну, конечно же, первый – это принцип добровольности, как мы уже и говорили. Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются во внеурочную деятельность по собственному желанию. Но принцип массовости, соответственно, предусматривает активное участие во внеклассных мероприятиях наибольшего количества учеников с разным уровнем подготовки по предмету. Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учеников. Он предусматривает учет в контексте деятельности учеников, их собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе. Принцип связи внеклассной работы с уроками. Он прежде всего состоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развивающих и воспитательных целей внеклассных занятий и мероприятий и уроков. Он также предусматривает связь учебных материалов, которые используются во внеклассной работе с материалом действующих УМК по иностранному языку. Все названные принципы дополняют друг друга и в комплексе обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности. Существуют разные формы внеурочной деятельности. Ну, это, как обычно, индивидуальная, групповая и массовая. В основу такого деления возложен признак количественного охвата участников. Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными учениками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык которой изучается, о значительных датах и событиях, выдающихся людях, разучивают стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном языке, изготовляют наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, стенды. Индивидуальная работа может проводиться постоянно или эпизодически. Групповая работа, групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую организационную структуру, относится и относительно постоянный состав участников, объединенных общими интересами. К этой форме принадлежат разнообразные кружки: разговорные, вокальные, драматические, кружки переводчиков, филателистов, внеклассного чтения и тому подобное. Некоторые методисты рекомендуют организовывать для учеников всех классов разговорные и хоровые кружки, положительно комбинированные кружки, где объединяются разные виды деятельности, например, разучивание песен и подготовка инсценировок, внеклассное чтение и просмотр диафильмов с дальнейшим обсуждением просмотренного. Занятия в кружках, как правило, проводятся регулярно. Ну и массовая. Массовые формы внеурочной деятельности не имеют четкой организационной структуры. К ним относят такие мероприятия, как вечера, фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические вечера. Эти мероприятия проводятся эпизодически. Итак, по содержанию формы внеурочной деятельности можно выделить такие: соревновательные, понятно, это конкурс, игра, олимпиада и так далее, средства массовой информации, стенгазеты, объявления, устный журнал, выставка, викторина и так далее.
Культурно-массовые, праздник, посвященный традициям родной страны и так далее. Ну и тематические внеклассные мероприятия. Внеурочная деятельность имеет очень хорошие воспитательные результаты, серьезные воспитательные результаты. Рабочая программа внеурочной деятельности по иностранному языку включает в себя пояснительную записку. Подождите. Культурный праздник. Например, первый уровень результатов – это же, конечно, приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Имеется второй уровень результатов – получение школьникам опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям. Третий уровень результатов – это получение школьникам опыта самостоятельного общественного действия. Различают результаты и эффекты внеурочной деятельности. Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьников в деятельности, а эффект – это уже последствия результата. Могут быть различные формы подведения итогов внеурочной деятельности. Ну, конечно, это театрализованные представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, показательные мини-спектакли, используя творчество и фантазию детей. Опять же, вы видите фотографии конкурсов английской песни разных лет. Ну и сейчас хотела бы рассказать немножко о программах, которые у нас есть. Ну давайте немножко, да, скажу, наверное, как пишется. Как составлять программу внеурочной деятельности? Конечно же, программа внеурочной деятельности содержит пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, инструментов оборудования и рекомендуемую литературу. Пояснительная записка к программе раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по данному направлению внеурочной деятельности, педагогическую идею, возложенную в основу программы, информацию о продолжительности каждого занятия, о том, для детей какого возраста предназначена программа, об особенностях места проведения занятий, о видах деятельности, о психолого-педагогических принципах, на основе которых построено содержание программы, о содержании и методах деятельности, об ожидаемых результатах и о форме проведения итогов работы. Учебно-тематический план составляется в виде таблицы, которая отражает название и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов всего на теоретические занятия и на практические занятия, соотношение количества часов на проведение теоретических и практических занятий. Оно должно быть уточнено в соответствии с местными условиями, интересами детей, уровнем их подготовленности, конечно, ну и опытом педагога. Кроме того, в программе указывается количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных, активных занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий. Планируемые результаты усвоения обучающимися программы внеурочной деятельности, ну и основанием для выделения требований обучающихся выступает основная образовательная программа. Итак, в результате реализации программы учащиеся за 4 года обучения должны знать и понимать, например, должны уметь знать и понимать то, что вы закладываете в свою рабочую программу курса внеурочной деятельности. Так. Так, извините, немножечко устала немножечко. Итак, вот. Ага. Формированию коммуникативной компетенции на уроках, конечно же, способствует внеурочная работа по предмету, которая поддерживает интерес учащихся к английскому языку и развивает творчество. Внеурочная деятельность, в моем случае, вот я сейчас рассказываю себе, да, является продолжением системы уроков. В условиях внеурочной работы создается среда непринужденного общения, углубляются и расширяются знания по предмету, расширяется культурологический кругозор учащихся, развивается их творческая активность. Во внеурочную деятельность я включаю также активно национально-региональный компонент. Я строю свою внеурочную деятельность по нескольким направлениям.
Ну, первое, это в нашем лицее проводятся интеллектуальные конкурсы, и я разрабатываю задания к интеллектуальным играм и конкурсам, которые регулярно провожу в лицее. Далее, провожу индивидуальные консультации с учащимися по подготовке к конкурсам и конференциям. Я также руковожу учебно-исследовательской деятельностью учащихся в течение года. В нашем лицее проводятся творческие конкурсы, организуемые учителями английского языка в рамках проведения недели науки. Ну, а в этом году и мы перешли на декаду, предметные декады. В этом году вот мы уже тоже провели декаду английского языка. Это был интересный опыт, было сложно, но понравилось и учащимся, и нам. Ну, проведение конкурсов и олимпиад различных уровней, ну и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению и нуждающимися в педагогической поддержке. Итак, мною была разработана в 2017-2018 году программа внеурочной деятельности по английскому языку Video Journal. Сейчас я сюда вернусь, потому что... вот он, да, у меня. Video Journal. Основной целью организации работы по внеурочной деятельности Video Journal является расширение сферы применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе английского языка, и расширение языковой среды, а именно реализацию идеи создания студии детского телевидения в лицее. Данный видеожурнал предусматривает учащихся 8 классов в разработке авторских сюжетов, телепередач, тематических видеороликов на английском языке, работа над которыми включает в себя и технические процессы работы на телевидении. Таким образом, учащиеся в лицее осваивают особенности телевизионных профессий, а также применяют на практике знания, полученные на уроках английского языка. Программа носит метапредметный характер, предусматривает использование ИКТ-технологий при создании видеороликов. Вот хочу вам показать, да, что у меня были созданы такие уроки, как в 2020 году было создано 8 обучающих видеороликов по грамматике английского языка, и учащиеся разработали их и разместили на канале YouTube. Вот сейчас мы, надеюсь, что мы... Просто нажать. О, отлично. Ну, вот, к примеру, да, мы можем посмотреть, как у меня учащиеся. Кстати, данные видеоролики можно использовать и при смешанном обучении. Перевернутый класс, то есть когда у нас было на дистанционном обучении, я говорила, что у нас подписаны дети на этот сайт, то есть нужно было посмотреть видеоролик, для того, чтобы понять, как использовать эти видовременные формы, ну и выполнить определенные там упражнения. Ну, давайте, что вот мы посмотрим. Какой? Любой. Ага, не идет туда, да? Сейчас я позвоню. Не пошло. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, одну секундочку, тут вот не открылось, на этом компьютере открылось, подойдет сейчас специалист. Ну, хочу сказать, что мы темы с ребятами обсудили вместе. Янина Викторовна, а вы можете подойти? Да. Угу. Мы взяли те грамматические темы, которые проходят в 9 классе. Как вы видели, там у нас есть степени сравнения прилагательных, прошедшие времена, past tenses, настоящие времена, пассивный залог. В общем, работа была интересная, ребятам понравилось создавать видеоролики, видимо, еще и потому, что всякого рода блогерство и работа в интернете ребят привлекает. Ну вот они создали такие видеоролики. Надо... Ага. Где? Вижу, что-то у меня тут-то идет.
Я ничего не нажимала. Давайте. Все, теперь вас видно и слышно. Да. Ну вот, хотелось бы, да, продемонстрировать вам один из видеороликов, созданных нашими учащимися. Смотрите, они разработали такую заставку.
она сейчас закончится. Мгм. Хорошо. Мгм. Так, ну что, продолжим. Я немножко вас развлекла видеороликами, созданными нашими учащимися. Мне они очень нравятся. Я их использую на уроках. Всегда ребятам говорю спасибо вам большое за то, что вы сделали, потому что это и большое подспорье, и помощь мне. Но также сделали, как сказать, вещь, которая не позволит нам забыть об этих учащихся, вспоминать их. У нас очень дружеские, теплые отношения со всеми ребятами. Вот такой. И приятно, что та внеурочная работа, которая была начата мной, продолжается в этом году, и уже теперь учащиеся выбрали и другие предметы для того, чтобы записать видеоролики, и мы планируем создать такой канал, чтобы наш технологический лицей хранил там различные видеоматериалы ребятам для подготовки к экзаменам, для подготовки к олимпиадам. Может быть, и родители смогут смотреть эти объяснения и понимать лучше, помогать своим детям. Так, следующее. С целью повышения уровня знаний по английскому языку разработаны и проводятся такие лективные курсы, как, вот, к примеру, Be the Best, будь лучшим. Здесь мы готовимся с ребятами к участию в олимпиадах. То есть тут из самого названия уже вытекает участвуем в олимпиадах. Be the best. То есть вы можете видеть фрагмент содержания рабочей программы курса, то есть как мы готовимся,
что мы делаем. Конечно же, в рамках этих занятий мы учимся правильно слушать, учимся читать, повторяем раздел грамматика и лексика и так далее. Ну и, конечно, разные формы работы у нас в этом. Также мной была разработана программа элективного учебного предмета «Путешествуем с английским». Если вы увидите на тематическое планирование, вот то, о чем я говорила, это сколько часов может занимать, и также из чего состоит программа, вы можете увидеть, что мы изучали и учились использовать английский язык в самых разных жизненных ситуациях. Вот, к примеру, как правильно, вот прилетаем в аэропорт, путешествуем на поезде, приезжаем в отель, идем в ресторан, ориентируемся в городе, осмотр достопримечательностей и так далее. То есть мы разыгрывали различные сценки, конечно же, учились употреблять необходимую лексику в этих ситуациях. Ну, занятия очень интересные. Ну, никуда без грамматики, и не всегда на уроках хватает времени. Мы понимаем, что внеурочная деятельность – это не дополнение к урокам, к обычным, но все-таки для учащихся, которые испытывают затруднения, этот курс был очень популярен, особенно в прошлом году, и я его проводила тоже онлайн, поскольку не хватало времени нам после уроков, то есть мы и в выходные дни собирались, изучали грамматику, английская грамматика, легко. Так, ну вот о видео-journal я уже говорила. Ну, также повторю, что для формирования мотивационной среды разрабатываем и проводимся различные конкурсы по английскому языку, Brain Ring, морской бой, своя игра, аукцион, слабое звено, самый умный, викторины по станциям, по странам и континентам. Все игры разрабатываем с использованием компьютерных технологий, стараемся. Ну и ежегодно проводим конкурсы чтецов, исполнителей песен на английском языке. Мы считаем, что проведение конкурсов способствует содержанию интереса к изучению английского языка, ну и дает возможность быть успешным в предмете. Ну, что мне хотелось бы сказать сегодня в заключении? По-моему, да, вот это у меня. Угу. Вот, да, вы видите, тоже здесь забыла остановиться, да, есть. Вот игры проводим. Также хотела показать вам фрагмент заданий конкурса «Интеллектуал», который мы тоже составляем. По-моему, вот это последний, да, слайд. Ну и заключение, да, сегодня мы очень плотно поработали, поговорили о различных технологиях, которых уместно использовать на уроках иностранного языка, ну и о внеурочной деятельности. Что касается технологий, я считаю, что применение различных технологий качественно улучшается процесс приобретения учащимся лексико-грамматических знаний, развиваются речевые умения. За счет использования интерактивных компьютерных средств можно дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения английскому языку. Все это способствует развитию коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. Ну, что касается внеурочной деятельности, подводя итоги, можно сказать, что, конечно, внеурочную деятельность по иностранному языку можно определить как систему неоднородных по смыслу, назначению и методике проведения просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учебных программ. Внеурочная деятельность обучаемых играет важную роль и проводится в соответствии со спецификой предмета. Она решает две главные задачи. Во-первых, способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции, повышению интереса, углублению знаний, совершенствованию навыков и умений по данному предмету. Ну а во-вторых, помогает организовать свободное время учащихся с целью их общего развития, нравственного и эстетического воспитания. Ну и, как обычно, вчера я уже вам отправила домашнее задание, да, вы должны там заполнить форму, где мы сравниваем традиционный урок, современный урок, где необходимо заполнить таблицы и отправить их мне на почту. Сегодня задание будет следующее. Ответить на вопросы. Какие технологии вы используете на своих уроках? Приведите примеры. И почему? Обоснуйте, чем вам эти технологии помогают и какие проблемы решают на уроках, на ваших уроках. Ну и второй вопрос – это какие
формы внеурочной деятельности вы используете или хотели бы использовать. То есть ваше предложение, что можно, чем можно заниматься с детьми после уроков, с учащимися после уроков. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Встретимся завтра. Ну или не встретимся, а все в записи смотрят. С вами была я. Хорошего вам вечера.